Добрый день. И мы продолжаем с вами изучать раздел номер 4 «Молодежь и средства массовой информации». Параграф 54, 55, 56. Тема урока «Хроники в историческом детективе». И сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством Бориса Акунина, выясните причины его феноменальной популярности, прочитайте отдельные фрагменты романа «Турецкий гамбит», рассмотрите особенности жанра исторического детектива, изучите отрывки документальных вставок к произведению, примите участие в дискуссии. Гамбит от французского подножка. Это начало шахматной партии, когда один из противников жертвует пешку или фигуру ради получения выгодной позиции для своих фигур или навязывания острой борьбы. Как вы думаете, какое отношение имеет это слово к роману Бориса Акунина? О чем эта книга? Составьте кластер к биографии писателя, используя только числительные. Борис Акунин Георгий Шалвович Чхартишвили. Известный российский писатель, ученый, японист, литературовед, переводчик. Родился 20 мая 1956 года в Грузии в семье офицера. В 1958 году родители переехали в Москву, где прошла практически вся жизнь будущего писателя. Он окончил историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки МГУ. Получил диплом историка японоведа. Занимался литературным переводом с японского и английских языков. В переводе Георгия Чхартишвили вышли книги таких известных в Японии авторов, как Масахико Симада, Масима Юкио, Сёхэй Оока, Ясуси Иноуэй и другие. Переводы стали хорошей литературной школой для будущего писателя. Я учился у авторов, которых переводил, скажет он позже. Упражнение номер 1. Составьте тезисный план к вступительной статье о Борисе Акунине. Первое. Образование Бориса Акунина и его занятия переводом. Второе. Первые собственные произведения. Азазель, Турецкий гамбит. Третье. Характеристика Эроса Фандорина, главного героя книг из серии «Новый детектив». И четвертое. Большое литературное значение творчества Бориса Акунина. Упражнение номер 2. Ознакомьтесь с аннотацией романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит». Роман «Турецкий гамбит» продолжает серию романов Бориса Акунина, объединенных в литературный проект «Приключения Эроста Фандорина» и начатых детективом Азазель. В 1877 год. Начало русско-турецкой войны. В 1877-1878 годов. Русские войска форсировали Дунай и продолжают наступать, накатывая валом на турецкие позиции и отбрасывая их вглубь территории. В Российской империи царят воодушевление и патриотизм. Солдаты верят в непоколебимость русского духа, непобедимость армии. Победа кажется не за горами. Враг будет разбит. В самый разгар военных событий петербургская красавица Варвара Суворова едет в ставку главнокомандующего к своему жениху, чтобы сообщить ему о согласии выйти за него замуж. По пути она встречает волонтера, тайного агента Эраста Фандорина, ведущего крайне важную информацию для командования. Вместе они раскрывают военный заговор. Детективная литература. От латинского «detectio» – раскрытие, вид художественной литературы, в которой усложненный сюжет обычно построен или на логическом раскрытии загадочного преступления, или на детальном выяснении таинственных и странных обстоятельств, связанных с судьбами героев. Конфликт строится на борьбе разума и справедливости, силами зла и насилия. Родоначальником детективной литературы считается американский романтик Эдгар По. Классическими образцами детектива являются произведения Уилки Коллинза, Артура Конан Дойла, Агата Кристи, Жоржа Семенова.
Упражнение номер 3. Ознакомьтесь с сообщением о главном герое романа «Азазель» Эресте Фандорине, подготовленным учеником. На чем построен сюжет данного детектива? Роман «Азазель» относится к поджанру конспирологического детектива, то есть его сюжет строится на некой теории заговора. Эрест Фандорин удачлив, бесстрашен, благороден и привлекателен. Он служит в полицейском управлении письма водителя, но по долгу службы сталкивается с запутанным делом. Странное самоубийство студента, наследника крупного состояния, приводит Фандорина к некой крупной подпольной организации, в которой замешаны весьма влиятельные люди. В ходе расследования Эрест столкнется с опасными противниками, а несколько раз будет на волосок от смерти, успеет влюбиться и навсегда потерять свою любовь. Упражнение номер 4. Послушайте краткое содержание романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит». С судьбами каких героев связан сюжет романа? Эрест Петрович Фандорин, титулярный советник, агент третьего отделения. Варвара Андреевна Суворова, телеграфистка. Генерал Михаил Дмитриевич Соболев, генерал русской армии, влюблен в Варю. Мишель де Эвре Анвар, французский репортер, влюблен в Варю, убит Варей. Михаил Лукан, румынский князь, застрелен де Авере. Лаврентий Аркадьевич Мизинов, генерал-адъютант, глава третьего отделения. Петя Яблоков, жених Вари. Еремей Перепелкин, офицер русской армии. Каждая глава романа «Турецкий гамбит» начинается с газетной заметки. Этот необычный композиционный ход придает произведению характер живой хроники и делает читателя не сторонником-наблюдателем событий, а почти их участником. Заметка – основной информационный жанр публицистики, назначение заметки, оперативное сообщение новостей, фактов, связанных с событиями, имеющими социально-политическую значимость. Факты событий, описываемые в заметке, как правило, не просто сообщаются, а оцениваются, комментируются автором. Прочитайте текст газетных заметок к 1 и 6 главам романа, выделите основную и детальную информацию, сопоставьте с официальными сведениями, событиями, которые происходят с героями романа, в чем достоверность описанных авторов событий, обоснуйте свой ответ, опираясь на приведенную аннотацию и краткое изложение содержания романа. Упражнения 2 и 4. Так, вариант выполнения задания перед вами. Документальность – главная черта, отличающая публицистику от художественной литературы. Выпишите из текста газетных заметок, данных в хрестоматии, примеры строгой документальности этих текстов в такой последовательности. Первое. Точная дата описываемых событий. Второе. Конкретные имена и фамилии, в том числе исторические. И третье. Точные цифровые данные. Так, вариант выполнения ознакомьтесь ниже. Упражнение номер 7. Характерной особенностью публицистического стиля являются выразительные средства языка. Прежде всего, оценочные слова или словосочетания с эмоционально-оценочными словами. Выпишите из данных газетных заметок предложения, в которых выражается эмоциональность личностного восприятия событий автором. Здесь продолжение упражнения номер 7. Окончание. Упражнение номер 8. Какая общественно-политическая и военная лексика использована автором в данных газетных заметках? Выпишите слова в начальной форме. Армия, приказ, император, войско, вторгнуться, форсировать, наступать, отступать, выигрывать, государство, враг, сопротивление, отряд, партизан, штаб-квартира, колонна, тыл, маневр, флаг, перегруппировка. Упражнение номер 9. Проанализируйте тексты газетных заметок с точки зрения наличия в них характерных
для информационной заметки композиционных частей. Первое. Информация о важнейшем событии. Второе. Комментирование этого события и его детали автором текста. Третье. Обобщение. Проанализировав данные газетной заметки, я увидела в них все вышеуказанные композиционные части: информацию, комментирование и обобщение. Упражнение номер 10. Ознакомьтесь с сообщением ученика на тему «Исторические персонажи» в романе «Турецкий гамбит». Поделитесь своим мнением. Упражнение номер 11. Прочитайте и прокомментируйте высказывание Эраста Фандорина и мнение о нем другого персонажа. Как они характеризуют главного героя? Они характеризуют его как человек умный, мудрый, бескомпромиссный, образованный, последовательный, патриотичен и находчив. Упражнение номер 12. Ассоциативный куст. Прочитайте в Хрестомате 13 и 14 главы романа. У каждого из вас сложилось свое собственное мнение о главном герое Эрасте Фандорине. Напишите на листе в центре «Эрас Фандорин» и разделите лист по количеству учеников. Каждый должен записать в своей части листа мысли, ассоциации, связанные с образом Эраста Фандорина. Пример выполнения этого упражнения на следующем слайде. Итак, примерные ответы к упражнению 12. Эрас Фандорин и ассоциации, да? Бесстрашный, Эрас немного заикается, отличная память и умение анализировать исторические факты, умеет конструктивно себя оценивать, он последовательный и эрудированный, умел быстро давать внятные ответы, отличается немногословным и сдержанным поведением, хорошими манерами, уверенность в себе. Он нес нечто несусветное, но как уверенно, красиво, властно. Смелый, считает, что по жизни лучше всего идти одному, боится попасть в смешное и нелепое положение. Итак, дискуссионная карта. Здесь нужно на вопросы ответить «да», «нет». Если не знаете, то с вопросом «да». Но в данном случае на все вопросы здесь ответ «да». И упражнение 14. Выразите тему урока одним словом существительным, составьте к нему синквейн. Тему урока можно озаглавить как ретро-детектив или просто детектив. Популярный, динамичный, расследуется, разворачивается, открывается. Детективный сюжет, помещенный в исторические реалии современным автором. И исторический детектив. На этом все. Спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк, писать комментарии. До скорой встречи.